касательно слов, что вот Одесса, Николаев, ну мы это уже слышали в 22 году. Закончится тем, что они вынуждены были убегать за Днепр. Понимаете? Да, ситуация сегодня на фронте не в пользу Украины, сразу вам скажу. Но с другой стороны, и большого сильного продвижения российской армии я тоже не вижу. Сегодня ситуация на фронте, это просто, вот я в репортаже уже говорил, сегодня идет война на истощение. Вот по-нормальному, нормальный там руководитель России понял, вот да, у тебя не получилось Киев взять за неделю, там, за 3 дня, за неделю. Ты убежал, твоя армия убежала из-под Киева, убежала из-под Чернигова, из-под Сум. Твоя армия убежала полностью со всей практически Харьковской области. За Днепр, я уже говорил, Херсон был освобожден. Вот после этого нужно было садиться. Вот тогда, я думаю, что тогда и Украина еще как бы не сильно, тогда еще людей, миллионы не погибли, понимаете? Вот после этого тогда были потери там тоже большие, но пару десятков тысяч человек с обоих сторон, понимаете, было потерь. Нет, надо идти дальше, надо пытаться наклонить этих украинцев. Украина будет сопротивляться. Вот сколько надо будет сопротивляться. И это уже понятно. Сегодня война идет на истощение обоих стран. Победителя в этой войне не будет.